Добрый день, уважаемые пользователи! В этом видеоуроке мы ознакомимся с подразделом оприходования модуля ETTN. Переходим в раздел «Входящие документы», подраздел «Оприходование». В верхней части страницы есть поиск оприходований по наименованию складов, по статусам, периоду и номеру документа. Ниже отображается список оприходований. Каждая запись имеет следующие параметры: статус, дату создания, дату подтверждения, склад, на котором хранится товар, номер документа и возможность просмотреть детали. Можно создать новое оприходование через кнопку «Новая запись». Откроется страница заполнения, где нужно выбрать склад. Склад должен быть заранее заполнен через соответствующий раздел. Выбираем склад, в котором будет храниться товар. Товар можно найти по названию, штрих-коду или по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Для примера выберем какой-нибудь товар. Достаточно набрать ключевое слово, и система найдет совпадение из справочника товаров. Выбираем нужный нам товар. Далее выбирается источник прихода. Это может быть оприходование при производстве или изготовлении, оприходование при импорте, например, по грузовой таможенной декларации, заявлению о ввозе товаров или сопроводительной накладной. Может быть также закупочный акт, согласно купле-продаже, например, согласно накладной, электронный счет фактуре или документу первичного бухгалтерского учета. Выбираем нужный нам источник. Далее указывается цена. Указываем количество и единицу измерения. Последний пункт, ввиду большого разнообразия форм товаров, не привязан к определенным наименованиям. Можно указывать произвольные единицы измерения, исходя из особенностей самого товара. Если нужно добавить несколько видов товаров, то можно воспользоваться кнопкой «Добавить товар», и появится новая строка для заполнения. Если же строка лишняя, то ее можно удалить. При необходимости можно оставить для себя комментарий к новой записи. Если количество товаров очень большое, то можно загрузить список товаров через Excel файл. Здесь же приложен шаблон пакета. В шаблоне в столбец «Товар» нужно ввести ID товара. Его можно взять из справочника в подразделе «Товары». Здесь можно скачать весь справочник. В скачанной таблице через поиск находим нужный товар. Далее нужно скопировать ID товара. Далее указываем код источника прихода. Этот код можно также посмотреть через справочник. Выбираем общий справочник. В типе справочника указываем источники прихода и вносим нужный нам код источника прихода. Например, мы получаем товары по закупочному акту. Это код 20. Нужно его указать в этом столбце. Указываем стоимость, количество и единицу измерения. Код единицы измерения можно также получить в справочнике в подразделе «Единицы измерений». Здесь можно произвести поиск по наименованию и скопировать код. Вносим в шаблон.
Ненужные строки можно удалить. Таким же образом заполняем разные виды товаров или однородные товары из разных источников прихода. Потом сохраняем шаблон. Им можно воспользоваться при следующих оприходованиях. Возвращаемся на страницу оприходований. Выбираем файл созданного шаблона. Шаблон загружен. Теперь нажимаем «Сохранить». Новая запись создана и пока не подтверждена. В данный момент обрабатывается файл. Как только файл будет обработан, у данной записи появится статус «Не подтвержден». Нажимаем кнопку «Подтвердить». Проверяем все записи и список товаров. Если все верно, то подтверждаем. Если же запись создана по ошибке или случайно, можно удалить запись до ее подтверждения. Для этого нужно воспользоваться этой кнопкой. После подтверждения запись появляется со статусом «Подтвержден». Можем взглянуть на детали. Это наш товар. После подтверждения товар поступает на склад пользователя. На этом ознакомление с разделом оприходования окончено. Спасибо всем за просмотр.